Наш проект Коми Инкогнито открывает для зрителей существующие ныне уникальные места. Знакомит с укладом, легендами и традициями тех мест. А порой мы рассказываем историю некоторых уголков нашей земли, если находим что-то неожиданное. Сегодня мы снова вернемся к некоторым передачам и покажем эпизоды, которые как раз продемонстрируют то, что ничего в мире не бывает вечным. Люди и людские жилища кочуют по земле, поселения появляются, расцветают и угасают, чтобы снова появиться в новом месте. Как правило, их жизнь связана с производством. История земли Коми изобилует подобными примерами. Вот несколько из них. Окунемся на несколько столетий назад. Если сейчас соль стоит копейки, то раньше она была куда большей ценностью. Пешком, с котомкой за плечами отправлялись за ней коми-крестьяне в места выхода соли. А сейчас мы таких мест не знаем. Разве что Серегово слышали. Наш первый эпизод о старинном промысле в этом селе. Месторождение соли под Сереговой горой было известно издавна. Тогда соль выпаривали примитивными способами, сушили под навесами или подбрасывали горячие камни в сосуд с рассолом. Наши предки использовали сереговскую соль и для пищи, и для лечения. Соляные источники были известны давным-давно. И когда немцы приезжали за солью, соль обозначала на их языке слово «сэр». И потом впоследствии при помощи суффиксов, в частности суффикса «ов», возникло название Серегово. Мы встречаем уже в 1608 году это место как Серегова гора, возвышенность. Первые упоминания о селе связаны с солепромышленником Строгановым. В конце XVI века купец со своими сыновьями открыли на Выми первую солеварню, но уже через несколько лет Строгановы продали производство княжпогосским братьям Опариным. Сегодня здесь уже соль не добывают, не работает и завод. А вот Сереговская здравница известна по всей республике. Издавна местные жители знали о чудесных свойствах сереговских рассолов и широко применяли их для лечения суставов. В скором времени на другом берегу Выми откроют новый корпус санатория. И, возможно, добыча соленого лекарства возобновится. Серегово все же известен многим. Если не старым солеварным промыслом, то лечебницей уж точно. Но есть места, которые абсолютное инкогнито. Одно мы обнаружили в Удорском районе. Здесь, в 2 километрах от деревни Мучкас, находится соленое озеро. Еще в 17 веке здесь начали добывать соль. Объемы были небольшие. С лотка 1,5 на 5 метров можно было добыть всего столовую ложку соли. По словам местных жителей, соль здесь добывали общины близлежащих селений до конца 17 века. Низкая эффективность трудоемкого процесса соледобычи объяснялась несовершенной технологией. Как я помню, здесь еще недавно были лотки из досок. Соль разливали в эти лотки и выпаривали на солнце в жаркую погоду. А вода здесь и впрямь соленая. Здесь глубина раньше была около 6 метров. Сегодня веревку забыл, померить не получится. Крутая. Чуть-чуть горьковатый. Добыча соли – старинный промысел, а вот горнорудная промышленность в Коми помоложе. Мы можем помнить металлоплавильные заводы Кажема или Нючима, но, оказывается, это не весь перечень литейного производства.
Итак, Троицко-Печорский район. Проезжаем райцентр, поселок Комсомольский, далее паром, 80 километров грунтовки и поселок Устюня. Потом на лодке вверх по течению 150 километров, и мы на месте. По нынешним меркам глухомань, а более 100 лет назад очень даже перспективное место. Бёрдышские скалы не так далеко находятся от юго-восточных границ Республики Коми. Вот за тем лесом уже начинается Пермский край. Деревня Бёрдыш, как и остальные деревни Помунье, до 50-х годов 20 века входила в состав Пермской области. Поселения включили в Коми СССР для улучшения товарного снабжения, так как сюда легче попасть водным путем по Печоре из Коми. Пермяки до сих пор считают, что это ихнее владение. Тракт, по которому чугун вывозили, и они его почистили, подделали, и вот теперь летом приезжают. И когда вода маленькая, через речку переезжают и тут по лугам катают. Чугунный завод в Бёрдыше возник во второй половине 19 века. Организовал его нижегородец по фамилии Лукьянов, получив разрешение на разработку руды в Перми. Вот что сегодня осталось от некогда процветающего завода Лукьянова. Эти чугунные детали очень хорошо сохранились, они почти не покрыты ржавчиной. Видимо, чугун тогда был действительно очень хорошего качества. Размеры деталей впечатляют и сегодня. Даже сложно представить масштабы завода и как эти детали доставляли сюда. На заводе работало до 1000 человек. Жили они на противоположном берегу, который соединялся с деревней мостом. Домна к 1901 году выплавляла более 110 тысяч пудов чугуна, который доставлялся в Пермский край по тракту. Этот тракт сохранился в неплохом состоянии до наших дней. И сегодня пермяки наведываются в Бёрдыш по нему. Правда, визиты незваных гостей доставляют немало хлопот местным. Великий пост, представляешь, 3 дня положено монаху не пить, не есть. Все, приехали эти на шумахеры, как говорят в народе, на этих крутых ямахах. Ну все, понимаешь, уже думаешь, что не о молитве. Бердыш мог бы стать городом, но стал местом тихим, куда уходят, желая уйти от мира. Одни на выходные, другие навсегда. Отсюда до Пермского края несколько километров, почти юг республики. Но на севере республики в старину было тоже немалолюдно. Даже там, где сейчас не проехать. Итак, на поезде до станции Абезь, что в Вентинском районе, потом вниз по Усе. Дорога наша лежит в деревне Роговая, что находится в Вентинском районе, в 12 километрах от села Петрунь. Этот населенный пункт, возможно, ничем не отличается от всех остальных забытых, заброшенных Коми деревушек. Однако, как это ни странно, маленькая деревня имеет большую историю. По некоторым историческим документам, именно недалеко от этих мест располагался знаменитый Роговой городок. Первый документ, в котором описан этот городок, относится ко временам царя Василия Шуйского. В его грамоте, датируемой 1607 годом, Березовскому воеводе, где Роговый городок упоминается как город, основанный разбойными людьми, которые воровством своим не желают платить торговую пошлину в Москве, и основали на реке Уса свой торговый городок, в котором складируют контрабанду, то есть товар, который не облагается, опять же, пошлиной. И этот Роговый городок надо Березовскому воеводе с вооруженным отрядом посетить и взять с них со всех, конечно же, эту самую пошлину. В стародавние времена беспошлинная торговля в этих местах привлекала многих купцов – пустозерцев, пенежан, мизенцев. Бывали в Роговом городке даже английские торговые агенты. Приезжие купцы интересовались пушниной, оленьим мясом, рыбой, моржовыми клыками. Чаще всего продавцами выступали немцы. Ну а русские и комизарянские торговцы предлагали в обмен то, что ценилось самоедью,
Прежде всего, железные изделия, разумеется, ножи, топоры. Развитие торговли в роговом городке, выход товаров беспошлинно в Сибирь и Азию – это все не устраивало Москву. Место беспошлинной торговли в документах позднее 1614 года почти не упоминается. И если городок в былом значении исчез, то как населенный пункт он не пропал, а оставался одним из главных ориентиров для жителей тундры – оленеводов. Все течет, все меняется. Авторы программы «Ком Инкогнито» подготовили новую серию о Томиде и ее уникальных местах. Следите за выпусками программы. Путешествуйте вместе с нами.